Вы позвонили на прямую линию «Диалог с народом». Вас слушает оператор Зарема. Представьтесь, пожалуйста. Обращения к главе региона обрабатываются уже 8-й день, 24 часа в сутки. За это время в общей сложности оператору связи национальной телерадиокомпании поступило более 150 звонков. Количество обратившихся растет с каждой минутой. В день поступает от 10 до 15 звонков. Категория возрастов разная. Это и пенсионеры, и люди среднего возраста, и порой звонят и студенты. Количество звонков и вопросов от одного человека не ограничены. Это касается сообщений и видеообращений. Поскольку практически у каждого жителя есть вопрос, на который он хочет получить ответ от главы республики, звонки на национальном принимают круглосуточно. На случай поздних обращений работает автоответчик. Здравствуйте. Вы позвонили в колл-центр программы «Диалог с народом». Назовите свои фамилию, имя, отчество, адрес, номер телефона и задайте вопросы главе Республики Ингушетия Евкуровой Нурбеку Бамукелевичу. Произносится, когда звонит человек. Вот на утро мы выключаем, и кнопка «Playback» нам позволяет прослушать сообщение. По звонкам можно судить о самых острых проблемах региона. По статистике, больше всего обращений носят социальный характер. Если говорить о сфере образования, то тут наиболее часто обращения по очередям в детские сады. В этом году значительно сократились обращения, связанные с трудоустройством. Зато преобладают вопросы, связанные с благоустройством региона. Протяженность сельскохозяйственной галактики составляет около 7 километров. Так как в горах у нас курортная зона, особенно в летний период бывает очень много машин. Как и все, водители не соблюдают скоростной режим. В связи с этим хотелось бы увеличить, если есть такая возможность, тротуары в селе. У нас очень мало тротуаров. В нашем селе около 100 детей дошкольного возраста и отсутствует детский садик. Если это возможно, хотелось бы попросить вас хотя бы временно, пока нам его не построят, открыть либо при школе дошкольное образовательное учреждение, либо уже как-то построить. Ежедневно корреспонденты НТРК Ингушетия собирают видеообращения жителей главе. Немалая часть обращений – это просьба о помощи. Кому-то не хватает средств на лечение, кто-то остался без крыши над головой, кто-то не может отправить ребенка в школу. Чтобы каждый желающий мог задать свой вопрос главе региона, национальная телерадиокомпания будет организованы звонки в прямом эфире и прием СМС-сообщений. А в центре Назрани будет работать передвижная телевизионная станция, с помощью которой жители и гости города смогут в режиме онлайн задавать видеовопросы главе республики. Чтобы в кратчайшее время в эфире прозвучало как можно больше вопросов, их всех делят на блоки в зависимости от темы и включают в будущий сценарий. Шеф-редактор общественно-политической редакции Алексей Ковтун как раз разрабатывает сценарий предстоящего диалога с народом. Большинство вопросов типовые. Вопросы по земле, по трудоустройству и так далее, они как-то вот объединяются. Потом, безусловно, глава и приемные главы, они отдельно каждый вопрос будут рассматривать и ответ давать, но вот типовые вопросы выносить по одному каждый на прямой эфир, никакого прямого эфира не хватит. Поэтому мы их как-то группируем по вопросам, там, по безработице, по социалке, опять же. Вот, типичные ситуации, и глава, собственно, обрисовывает вот эту ситуацию в целом. Отвечая сразу, может быть, не одному, а 10, 20, может быть, 1000 людей одновременно. В студии, где будет проходить диалог, также проходят последние приготовления. Устанавливают декорации, технику. В оформлении студии принимают участие не только декораторы, но и руководство телевидения, редакторы, продюсеры и инженеры. Транслировать диалог будут телекомпании НТРК и ГТРК Ингушетия, радио Ингушетия, сайт национальной телерадиокомпании, газеты Ингушетия. Вопросы, которые не попадут в эфир, будут переданы на рассмотрение главе региона. Оставить свое обращение можно по номерам, указанным на экране, а также отправив сообщение на номер 4647 с кодовым словом «Диалог» или на сайт ingushetia.ru. В обращении обязательно необходимо указать свои данные – имя, фамилию, номер телефона и домашний адрес. Амина Бокова, Рахман Суров, Новости 24.